Ого. Да. Да ладно. Бля, крутой у Сереги будильник, блин, вообще обалденно. Блин. Да стою, блин. Вот так вот. С добрым утром. О, солнышко уже встало. Что там, что по градусу? 34,5 градуса. Уже на полградуса. А в избушке 32. Ну, Сань, покажи, лучше там, что ты меня заснимаешь, блин. Сколько градусов, блин. На улице уже светло. Снизу это улица, сверху это Да. Да это ежу понятно. избушка. Там же написано минус, плюс. Ой, блин. Вчера вечер удался, блин. 5:30 легли, а в 7 часов утра уже будет, блин. Ерунда. Мы же не за рыбой приехали. Мы приехали на рыбалку. Так что все удовольствия в одном флаконе. Так. Поехали, друзья. Начинается вторая часть нашей рыбалки. Доброе утро. Масло не достанет? Которую, блядь, уже тоже даже не живое. Опа, она. Смотри. Это на полу, да, было Да, масло? на полу, он даже не живое. Не, ну почему не живое еще? Оно не живое уже. Ну, налить можно, Не нажмешь. не течет. если нажмешь на бутылку, она потечет. Нормально. Снежком. Называется. Северные Это условия. называется Это завтрак. контент. Завтрак туриста. Так, а яйца-то где сырые? Яйца сырые. Вот они на этом, на бачке. У меня пустые. Направо, железном бачке. Вот. Если они не замерзли. От моих толку нету. Если они не замерзли, ну-ка, Слышь? полопались? Примерзли? Не, Растворились. примерзли, ладно, одно яйцо все-таки лопнули. Так я говорю, там что-то... Не довезли. Насчет этих костей. Есть кому за косточки продать? Это туману. Продать туман? Да. Че? Опа. Да. О! Значит, не так все плохо. Как хотел. Пару яиц даже растеклось. И вот такие на голове. Наполовину замерзшие, да? Вот так вот Прилипает к стакану. живут в избушках при минус 36. Настоящие рыбаки. А на улице-то вон какая красотень. А на улице. Вот такая красота обалденная. Да. Растворов не хочет уходить. Да кто такой мороз выйдет-то? Ну-ка, сколько градусов? Только что показывает 35. 34,9 уже. Уже жара. Уже жара. Да, яйца примерзли капитейшн. Желток даже не выпадает оттуда. Хорошо, что я опарышей Так, где мои тапочки? Хорошо, что я опарышей на пол не положил. Да. Я вот тоже вот опара. В прошлый раз я уже научен горьким опытом. Надеюсь, они живы. Все свое ношу с собой. Так, что у нас с завтраком? Так, надо, Сергей Юрьевич. надо соль. Соль надо, соль. Наполовину замерзшие Да. или наполовину растаявшие? Ну, оттаивает. Все будет хоккей. Вот так вот. Немного что-то не довезли. Вчера немного утеплили дверь. Теперь было спать очень жарко. Не, ну слушай, я не замерз. Ой, давайте посмотрим. Опа-на. Опа-на. А вон с этой стороны сделали вот так вот. С этой стороны было сделано вот так. Так что спать было вполне комфортно. Давайте посмотрим, что у нас с природой. Опа-на. Вот такая красота. Так, немножко босиком. По морозу босиком. Опа.
Один раз вчера проехали, уже все вставало. Даже в тапочках вон не проваливаемся. Просто один раз проехали. Такая красота. Мы на Воштен. Карбюратор занести, перебрать. А там ценно мой. Карбюратор. А, Чтобы оттаял. карбюратор Росторова? Новый карбюратор. Карбюратор Осипова. Нет, не мой. О, макарошечки. Кому что? А Сереге карбюратор. А куда делать? Пешком-то ходить-то не хочется. Ну, Сань, расскажи, что ты думал сегодня с утра? Думал с утра, что. Что уже не вечер. Как ночью посреди лопнул, да выбежал быстрее. А я думал с утра. Думал с утра о жене. Ну, О том, как мой ребенок сегодня не пошел в школу. активированный день. Нет, суббота, они субботу не учатся. Али, ну. Они всех обманули в Али, этой ну. жизни. Ты завтракать-то будем, нет, сегодня, Сергей Юрьевич? Не, но факт в том, то, что ты сразу не лег, это точно. Ну и сразу не встал. Потому что, смотрю, с той стороны одеяло Одеяло повесил. висит. Ну да. так, я же беспокоился. Потому что я 6:30 хотел выйти и застрял в этом одеяле. Да? Кто меня запер? Все для вас, все для вас. А я что утром встал? А, ты утром уже встал. Так. Я после тебя встал, ты уже это дело как бы откинул, да? Да-да. Потому что я встал, нормально деревья был. Ну что, послушали людей? Теперь послушайте меня. Ты фантазия, да? Сразу спать никто вчера не лег, конечно. Последний лег я. Все сделал, все. Печка шаялась. Березовые чурки сделали свое дело. Кстати, смотри, да, заметно меньше стало. Ну да, на одну. Но мы победили мороз. Если снизу было минус 20, то на этом уровне была вполне комфортная температура. Главное, что у нас не замерзли опарыши. Наш электронный градусник говорит, что на уровне 2 метров от пола. На улице уже потеплело. Да, на улице у нас 0,6. 34,4, а 2 метра от пола 34,9. Вполне комфортная температура, так что можно спать и спать, но мы этого делать не будем, потому что мы сейчас позавтракаем Да, работы у нас много. и будем заниматься великими делами. Поехали. Да, здравствуй, вторая часть. Вырвать не удалось. Так, готовка завтрака. Просто контейнер лежал под нарами. Ну-ка, Сереж, покажи, как это выглядит. А, покажи. Хотел оторвать Нет, ты котлетку. вытащи вот это. А прямо. как я его вытащу? Котлетка... Да вот так. Не, А, да покажи крышку, Вон. она в инии. не, ничего Крышка-то в не... инии. Замёрз. Хотели просто подогреть, мы еще сомневались, скисло, не скисло. Котлеты будем кушать в следующий раз. Так, что будем кушать сегодня? Так правильно, на чурках вчерашних снег не растаял, что вы хотите, блин?
Так что неудивительно, что в прошлый раз при 35 градусах Она, видимо, упала. здесь у нас замерзли опарыши. А в спальном мешке вообще, в принципе, даже очень ничего. Спи, да спи. Даже без него было нормально. Но вот с этими будильниками долго не поспишь. С добрым утром. А ты как хотел, блядь? Спать, что ли, приехал сюда? Ой, а я-то думал, мне это снится. Ёшкин кот. А где мышеловки? Не поваляешь, не по... Да, я оставил же мышеловки. Ну-ка, что-то попало? Нет, хоть? Да, нет, конечно. Шумели. Ни одной мышки. Все замерзли. Все замерзли, ни одной мышки. Вот так вот. Даже мыши замерзли. А мы живем. У вас еще просто меняется. У меня бы ты замучился, да, Саня? Да, не так же бы, что замучился, но, блядь, было Ну, посложнее, посложнее. Посложнее были проблемы, да. Да. Тут проще немного. Сказать, чуть-чуть бы А, Саня, я, наверное, рано сильно затянул, да? А, тут тоже Я почему-то- тоже что рано затянул. Я говорю, Я думаю, да. тоже двухопорный, Серега. Опа, и Чё- все. Сейчас теперь уже точно не попадешь. Не, попаду, просто тут... Что ты говоришь, одноопорный? Тоже двухопорный? Двухопорный. Просто этот, Проще. Просто у него здесь вот расколбасило полностью уже этот. не полностью, не обманывай. Ну, не буду врать, да, но уже этот. На подходе. На подходе уже В капитально. следующий раз Шприцы, надо будет шприцы, поменять. да? Нет, подшипник. Нет. А у него, знаешь, кольцо такое стопорное идет, еще, ну, полностью одевается. Она уже вылетела. Мгм. Ну, то есть она, которая стопорит, Ну, пока, сальник, пока держит, да? Так сказать, водой больше не смазывается. водой больше не смазывается, да. Рубена, ну-ка. Ну, вроде оригинал, да. А вот не оригинал, спалили О, смотри, меньше, смотри. меньше, чем год. Смотри, вот Это он. не оригинал. Вот, видишь, ничего не написано даже. Не Вот. покупайте не оригинал. Не покупайте не оригинал. Вот он и вонял вчера, да? Вот он лежит, видишь, вот он и Это вонял. мы на нем вчера приехали? Да, видишь, он все, ему хана. Обалдеть. Видишь, его сожрало вот полностью. Он как стал полукруглый. Как говорится, скупой платит дважды, да? Да, что за него деньги отдали? Стоит чуть-чуть подешевле, Не, чуть-чуть, за него деньги отдали, Да, а и смысла вы- нету. и выкинули. И выкинули, да. Ну, Вот будем поставили надеяться. оригинал, пожалуйста, смотри, как он толстый, смотри. Берем размер и приставляем. Да. Вот смотри, я Видно же, что Смотри, сажало. я Его мало того, что сажало, его на бок даже ложил. Его на бок, да, вот так переклад, смотри. Вот я ставлю его, вот, смотри. Смотри, расстояние. Размер имеет значение. А размер имеет значение. Смотри, какой он деревянный. Ладно. Вам хорошо, а я пошел на крышу. Так, ну вот и все, дело сделано. Главное, я убрал снег с козырька, который вот висел. И получается поднимал заднюю часть избы, там аж щели были, потому что здесь тонна снега лежала. Козырек убрал. И убрал здесь вот посередине. Здесь не убрал, потому что, ну, чтобы лишний раз не ходить, здесь ничего страшного, оно висит на стенах. И весной оно просто или сойдет и растает, чтобы лишний раз не повреждать рубероид, потому что ходить по рубероиду тоже не очень хорошо, оно может потрескаться туда-сюда. Главное, здесь вот убрали, чисто убрал вот здесь вот по досочкам, которые по рубероиду. Вот здесь ходить уже нежелательно, потому что рубероид может потрескаться,
И получается, сделаешь медвежью услугу, будет протекать. Так что лишний раз не стоит ходить по центру, по вот здесь вот то, что конек есть, я убрал. Снег, я вам скажу, вот, 20, 40, 60, 70 сантиметров где-то на крыше снега. Нормально. Дело сделано. Крыша встала на свое место. Теперь не страшно. Март месяц, много уже не наметет. Если что наметет, мы еще уберем. Все. Ну а теперь можно ехать на рыбалку. На термометре 27 ниже 0. Ремень вариатора поменяли. Серега говорит, как зверь стал, да? Полетим. Полетим, помчимся. Все сделали. Теперь небольшой перекус и вперед на речку. Теперь можно и порыбачить. Погнали. Не, чайник залей, да. А, ты это в чайник вылил внутрь. Так, ну что, к бою готовы? Так точно. Готовы? Температура уже позволяет. Так, сколько у нас там? Минус 22 градуса за бортом. В избушке 24,8. Приоткрыты двери. Да. И это значит, что температура уже позволяет выйти на речку. Перекусили, позавтракали, пообедали, отремонтировали, скинули, сделали все хозяйственные дела. Осталось только привезти водички. И, Поймать рыбы. ну, рыбу это мы сейчас это сделаем. Да, да. Ну как, Саня обещал Мы же- сегодня малосол. Ну, а 2 каржа я поймаю сегодня, я сделал малосол. Саш, мы же приехали сюда не за рыбой, мы же приехали на рыбалку, правильно? Все будет. Но рыбку мы постараемся поймать. Так что будет. собираемся, едем, все готово. Поехали. Геннадий Геннадьевич, вот этот марафон. Бери маршет. А что, куда? На печку сгорит, мышей нету. Все, погнали. Из подсоса начал заводиться, когда горячий. Так-то ведь не заведешь его без подсоса, когда подсос надо открывать. Получается, еще лучше стало? Галина ведь мастер. Молодец. Ну что, друзья, вот мы и на реке. Минус 22. А на самом деле вообще не чувствуется. Вот, видим следы лосика. Свежие следы лося. Он прогулялся уже здесь после нас. Фу, блин. Вот дует после него, конечно. Что я не люблю ехать сзади, это то, что вот запах выхлопа и это снежная пыль. А так нормально, не надо рулить, ничего, вообще обалденно. Санька как? Нормалек? Ой, Сереге лучше всех. Он у нас сегодня рулевой обоза. И мы едем, друзья, на рыбалку. То, что было утром минус 35, это еще все фигня. Главное сейчас минус 22 и вообще теплынь по сравнению. Вот если бы с осени... О, проталина. В прошлый раз была вообще вот такая маленькая проталина, а теперь просто такая майна. Но Серега рулевой не боится, и мы едем. Едем любой. Вот еще одна проталина. Это выдры. Едем по старому следу, который уже давным-давно. Вон, справа видим волчьи следы. Идет не по реке, идет по берегу. Вон еще волчий след. Едем. Сейчас начнется перекат. Возможно, здесь будет наледь. Ну, посмотрим. Пока Серега едет. Ну, докуда он доедет он, мы посмотрим. Валится, валится, валится. Тяжело. Тяжело. Чуть не сказал урагану. Тяжело Мухтару, но он едет. Скоро уже будет мой новый ураган. И мы на нем еще покатаемся. Ну а пока едем на запланированное место рыбалки и включимся именно там. Вперед, друзья.
сантиметров поклевок. Погода шепчет. Дальше теперь. Здесь тоже перекат. Здесь весной все открыто. Сейчас попробую остановить Серегу на этом плете. Если он остановится, то мы здесь обязательно попробуем. Здесь обычно бывают поклевки неплохие. Что, Серега, здесь попробуем? О, попробуем. О, волчий след. Итак, мы оббуриваем очередное место. Вон, луночка. Раз у Саньки. У Сереги раз-два. У меня вот раз и два. Вот третью наметил. И Саня сказал, что здесь вот рыбы нет. А вот там, где я сейчас пробурил, рыба должна быть. Так? Да, да. Сейчас мы это проверим. Сейчас мы посмотрим. Правильный промежуток указал Санька или неправильный? Промежуток, главное. Ты сказал же между лункой и промежутком. Но. Я всегда там ловил. Поэтому я не стал там буриться, потому что ты там встал. А, ты всегда ловил в этом промежутке, да? Я всегда там. Ох, лунка парит, мороз. Санька, Сашка, ты не прав, нету здесь. Здесь рыбы тоже нет. Хотя последний раз, когда мы здесь были с Сашкой и Серегой, поклевки были и рыба здесь оставалась. Но, видать, ушла. После нас никого не было здесь, 100%, да? Не было. Так, не стоим на месте, буримся дальше. А лед-то уже, ого! Если в тот раз было сантиметров 60, то теперь вот спортивный бур почти по шнек. Из них вот первый слой вот провалился, вот, получается, была наледь, вот он, сантиметров 5, наверное, льда, потом вода, и потом идет сырой лед. Сейчас скажу, сколько толщина стала. Не знаю, этими морозами прихватит. Ну, скорее всего, да. Ой. Почти по шнек. Грубо говоря, 20, 40, 60, 80 сантиметров примерно. 85 может быть. Приятного уже мало. Вот и Санек обрыбился. Есть первый? Да. Значит, малосолки быть? Да. Ну вот. Начало есть. У Сереги пока тишина? Полная. Ну, если рыба есть, это очень хорошо. Сейчас воткнем сюда бур и опробуем пробуренные лунки. Расстояние примерно где-то метров 7 от лунки до лунки. Может быть 8. Я так думаю, если харис есть, он пробурился, вода. Это вот то, что намерзло после нашей последней рыбалки. Если раньше был лед такой, то теперь такой. Плюс вода, плюс верхняя корка. Так. Что плохо рыбачить в мороз, сразу леска становится как веревка. Пробовал уточку у Славика. Славян, если смотришь, не пошла, твоя мормышка даже не пробивает вот такую мелкую шугу. Легкая. Надо вот такую тяжелую вольфрамовую мормышку, чтобы пробивала шугу. И вот сверху у меня вот такой вот, ну, комарик, муравей, я не знаю. Ну, нимфа, в общем. Черненькая. С красненькой точкой атаки. Я так думаю, если хариус есть, он должен, если он голодный,
он должен хапнуть. Или опарыша, или вот этого комарика. Или муравья, или как там его. Ну, нимфу, в общем. Но мне пока не везет. А тебе, Сань, на что попался? На мушку? А? На опарыша? Здесь пока тишина. Может быть, его нет. Камеру благополучно забыли дома. Так что посмотреть я не могу, есть здесь рыба или нет. Но пока тишина. Ну вот, друзья, очередное новое место. Новые... Опа, опа, опа! Пробуренные лунки. И вот она, вот она, вот она, поклевка. Вот он. Вот он. Есть, красава! Янцикадан! Все на камеру. Все, Янцикадан, только включил, хотел сказать. И опять тишина, ни одной поклевки. И вот она, Янцикадан, поклевочка, услышал меня. Рыбный бог, Петр Павел. Так, тихо, тихо. Успокойся, поздняк. Да ты вообще крутой мужик. Тихо, тихо, да успокойся. Смотри, какой сильный, а! Да, как ты хотел. Он уже весенний, смотри, он бойкий. Это не тот дохлый, помнишь, Серега, они вообще не шевелились. Этот я его еле удержать даже могу. Есть поклевка у меня тоже. Настоящую. Блин. Так, Янцикадан только что пробурился, хотел сказать, ни одной поклевки. Буримся, буримся. Но тут мы нашли его. И вот такой красавец-хорюзец. Быть сегодня. Малосолочки быть. И одеваем камеру на голову. В ожидании наших сладких поклевочек. Дай бог не последняя, а последняя не дай бог. За это надо выпить, а мы не возражаем. А мы с собой ничего не взяли, да? Да. Никто не догадался даже взять. Я догадался. А, ты взял? Ну тогда за такого хорюза. Вы заметили, да, как он долбил? Я добежал, и он... Ну, а? Я ждал, как он тебя клевал. Ну, я только еще начал разговаривать, думаю... Смотри, у меня клевало, да? Взял в руки. Начал так, ну, тормошить, да, удочку. Нифига не клюет. А на стоячку, в смысле? Да. Не, да, на стоячку клевало. Ну, это же у меня тоже, получается, на стоячку, да, хлопнул? Да. Тоже была. Тоже поклевка? Получается, здесь харюс есть, мы все-таки нашли харюса. Только он что-то выеживается. Вот у меня такая нимфочка, Смотри, поставлю сейчас и без ничего. тоже сделаю. Что, он до сих пор еще не активный, что ли, получается? Получается, да. Я, наверное, уколол. Цапнул, да? Тащил уже его. А, тащил? Ну, если тащил, наверное, уколол. Оставим на следующий раз. А давай нальем это рыбному богу туда, Петр Павел, лунку-то нальем. Там я это внутрь. Мы в этом году еще в лунку не наливали на этой реке. Может, из-за этого и не дает нам ничего. Экземпляры. А стопки не взяли, да? Взяли. Взяли? 4, да? Настроя, а 4 стопки. И туда в луночку тоже, да? Чтоб... Так, у нас тут вот такой красавец хорюзец. Янцикадан. Сильный. И заметь, сегодня крови-то нету. Что, клевал опять? А, Васек. Вася, Василий. Отпускай Василия обратно. Василий клевать. Но я понюхаю, можно, да? Да-да-да, можно откусить еще. Вася, я тебя понюхала, да? Хотя бы понюхать. Что делать? Вася, говорит, я тебя понюхала. А, как... А, Ты ушел, а остался запах, да? Да, ты ушел, остался запах. Так, а у меня еще есть новая луночка. Что она нам скажет? Ай-ай-ай. Нимфа от Ирины Барановой.
острейший крючок, но только, не знаю, может туда тоже подсадить опарыша, но это будет нечестно. Нимфа должна быть без насадки. Ну, колбасило нехило это, да, смотри, бац-бац, пока добежал, все, колбасило и колбасило. Ну, вот и все. А у тебя, Саш, тоже поклевки были, да? Да. Пойти, что ли, у тебя половить? Настоящая клювала, В твоей лунке. а потом начал этот, и все перестало. Так, это уж дает надежду. Можно еще побуриться. Ну, вот в прошлый раз мы здесь бурились, в принципе. Я обрывился. Обрывился, да? Ну, наливай. Наливай и пей, наливай и пой. Неужели до сих пор? Нет, но судя по тому, что он как сопротивляется в руке, у него... О, это что было? Что-то я не понял. Или лунка замерзла, об лед зацепилась. Или что-то это было. Нет, скорее всего, зацепилась об лед. Ладно. Включились вовремя. Даже поклевку удалось увидеть. И это здорово. Почему-то мне захотелось вернуться к этой лунке. И сейчас мы обмоем моего первого хариуса. Да, Сережа? У меня была поклевка на этой удочке. Да? Ну давай, такого же хапни. Кто-то маленький. Васек. Можно с тобой поделиться по-дружески? Если выловишь крупного, разрежем ножиком, режиком. Режиком будем делить. А, видишь? Была поклевка, да? Да, строго. Они к одной переедаются, а так разные, может это... Разные мормышки, может быть это... У него голова закружится, скажет, да плевать, возьму обе. Опарыша из Красноярска заказываю. Да ты что? Конечно. Обалдеть. Не, у тебя какой-то не клевый хариус. И там поклев. А, там Васек у тебя был, да? Может, Васек сюда переполз? Переполз. Да Не. тут глубины только ползти. Пока Петр Павелу не нальем, ни хрена не поймаем. Ну, тут еще мельче так. Да-да-да, там все меньше и меньше идет. Не хочет. Смотри, ветра нет, даже не ощущается, да? По-любому уже градусов 30 есть, наверное, уже. Потому что время уже, оп, послеобеденное. Что было? А эта лунка примерзает. Что было? Ничего не было. Лунка примерзает, и леска задерживается, и все. Ты смотри, а. Время уже 20 февраля сегодня, да? Сука, как не клевало, так и не клевало. Так а в прошлом году сколько ты ездил, блядь? Так и Да, не всю дождался. зиму так и не дождался поклевок, ну. Най. Хрен не знает, в чем причина. Ну, кто сказал, что не клюет? Вон. Малосолка есть. Да, еще какая. Обалденная малосолочка. Так что сегодня мы настоящие рыбаки. Санька обрыбился, я обрыбился. Серега тоже поймал, но отпустил. Ты 2 раза обрывился. Спортивная рыбалка. Ну вот посмотрите на эту счастливую морду. И посмотрите, он тоже обрывился. Серега тоже рыбак сегодня.
Так что у нас сегодня каждого по рыбке. И малосолка сегодня обеспечена. Смотри, на ходу сразу замерзает, да? Вот глаза поблекли. Ага, льдом покрылся. Гена, А? на меня покажи. А я не поймал. Как ты не поймал? Там же мелкого ты поймал. Вот такого. А я хочу вот такого. Ну, какие твои годы? Какие мои годы? Через 2. Какие, говорит, твои годы? У меня, знаешь, какие годы? Руки замерзают. Руки, а кому сейчас легко? Ну-ка, мне тоже нацепи одного. Какие, говорит, твои У годы? меня вот нету опарыши, не У меня клюет. барыши далеко ведь. Блин, Саня раствором не цеплял. Даже замок застегивал молнию. Да, я видал, да? Блин, Сережа, ни хрена не. Хуй напарник, да. Сережа хуёвый напарник. Кушать не варит, чай не наливает, да. Да. Блядь, ну придется, наверное, Все. Вроде в одной лодке рыбачим, а Сережке клюнуло, а мне нет. А потому что у меня опарыш съеден. Так, ладно. Свежий опарыш, он всегда любит свежий опарыш. Обалдеть, лунки вообще махом замерзают. Когда клюет, ему насрать на опарыша вообще. Да, когда клюет. Да. А он сейчас не клюет. Так ему уже пора клевать-то уже. Не пора еще рано. Ладно, все. По рыбке мы поймали. Хватит сопли морозить и камеру тоже. Ну-ка, 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 тащи, тащи сюда рыбу. А я сегодня вас всех сделал. У меня самый крупный. Еле-еле, да, донес? Я тоже. дай бог операцию после него не делать. Ну теперь точно можно по стопочке-то, а? Да, сейчас переедем на ручей. Сергей Юрьевич. Естественно. Какой ручей? На ручей сейчас переедем и там. А, на ручейке? Да. Ну, поехали. Вот так вот с ними рыбачь. Ни обеда, ни завтрака, ни полдника. Все, рыбалка, рыбалка. Рыбалка, рыбалка, да? Все, рыба да рыба. Вам еще рыбу нужна. Я приехал сюда отдыхать, а не на рыбалку. Так ты отдыхаешь? Я отдыхаю. Пробурил. А нет, кстати, это вон, это у Саньки лунка. Ладно, все, рекламная пауза. Хорош батарейку тратить. Холодно. Холодно, холодно. Минус Оп. 33. Что? У Ты- него там клювало. Мне тоже показалось, что была поклевка, но... Были поклевки, ну а там это, мелочь. Не, я видел, ушел как оттуда сейчас у сразу. него этот потянуло. Не, там мелочь клевала, я ушел оттуда из-за этого. Так у меня параша тут нет нормального. Ладно, все, выключаюсь. Если что поймаю, вам обязательно покажу. Вон, посмотрите, это опять та же самая морда. Это моя лунка. А вот это опять хариус, такой же, как у меня. Но уже Серега, он просто пришел, пока я рыбачил в ивонной лунке. Он пришел к моей лунке и вытащил. В принципе, такой же, как и тот был. Да, неплохой. Чуть-чуть, может быть, меньше. Ну, с виду такой. А у меня, Мне кажется, на сантиметр больше. да, Естественно. мне кажется, меньше. Он просто толще. С икрой, наверное. Ладно, пока здесь побудь. Я тебя поглажу. Так что сегодня мы укушаемся в малосолочке. Так, сейчас я тебе поменяю опарыша, потому что мне требуется поменять. Так, ладно, приватизировал мою лунку, ладно. Мы пойдем к другой лунке, которой мы толком еще не рыбачили. Ой, если сейчас здесь клюнет, пробурю еще 2 лунки. А если не клюнет, пробурю 3 лунки. Рыба есть. Но рыба не хочет есть. Хотя почему? Да, вроде берет нормально. Ну, этот слабенько тоже взял, если честно. Но не с первого раза, да? Да, я тебе зачем говорю, иди порыбачь. Стоит, тыкает носиком. В общем, можно подвести итоги. Весеннего клёва пока нет. Потому что еще зима. Потому что еще морозы. Потому что еще глухозимье. Хотя, Саш, да, мы с тобой в феврале, в январе, да, 2 года назад, как щелкали. Так что это не диагноз. Это столько рыбы. Или хрен его знает что. Но что-то не то. Продолжаем. Ну что, друзья, опять включение, потому что у меня очередной вот такой вот красавчик, который замерзает сразу на ходу. Ну, поздоровайся. Скажи, вот он я. Вот он я, печорский хариус.
Наш северный комихариус. Это не сибирский. Сибирские они немножко не те, а это наш красавец. Европейский. Ну, почему-то они все поодиночке. Вот только там, вот где возле Мухтара луночка, я поймал одного и Серега одного. И все. Здесь была тишина. И вот здесь опять один. Только одинешенек. Это о чем говорит? Что надо ходить, надо бурить, надо искать, чтобы рыбу поймать. Без труда не поймать рыбку из пруда. Как-то вот так. Продолжаем ловить удовольствие. Потому что мы не только ловим рыбу, а получаем обалденное удовольствие. Я уже счастлив. Поклевку я увидел. Малосолочку мы сегодня вечером попробуем. Все просто замечательно. Пошли буриться дальше. Он только пробурился уже. Так. И вот так вот по всему периметру. Мы тут плес тогда бурили. Пару штучек поймали, конечно, но немного. Как мы видим, рыба здесь есть. Только надо ее искать. Бывает так, там одна, потом раз. Удачная луночка, и с десяток можно выдергать. Посмотрим. Минус 30, да, рукавицы не нужны. Ветра нету, не, нормально, когда двигаешься. Продолжаем рыбалку.